Кыргызско-российский славянский университет является символом российско-киргизского сотрудничества в сфере образования. Какая история у этого учебного заведения и какую деятельность он ведет? Да, действительно, это символ российско-кыргызского образования. И в 1993 году этот вуз был создан. В этом году мы отмечаем 33-летие. Это возраст Иисуса, когда уже становление достаточно серьезное у университета. Вуз многофункционален и создавался как такой хороший, качественный, престижный, в первую очередь, университет. Тогда президентами Кыргызской республики и Российской Федерации работали всегда и работают лучшие преподаватели, лучшие педагоги. Ценится среди студентов университет. Какой-то был небольшой промежуток времени, когда было ощутимо, что немножко сбавили обороты, но я думаю, что этот промежуток времени уже пройден. С учетом активности наших студентов, с учетом новых направлений подготовки, с учетом пересборки существующих направлений подготовки, уверен, что эту приемную кампанию мы также достойно проведем, как и прошлую, и в 33-летие прирастем еще. Мы за промежуток времени, вот за 2 приемки, приросли почти на 2500. Чуть меньше 2460 по студентам. И в этом году, я думаю, что мы прирастем еще примерно на 2000. Дай бог, если получится. Но мы ждем абитуриентов, мы не поднимали в этом году стоимость. Мы оставили их на прежнем уровне. И вот сейчас недавно вышел как раз указ президента о том, что стоимости объявлен мораторий на поднятие стоимости. Но мы уже их затвердили приказами и собственно, не вели подъем, потому что пересмотрели достаточно активно в прошлом году. Сколько студентов учатся? 9962 человека, из которых 555 человек – это у нас обучающиеся в школе, 248 человек – это колледж, и остальное – это вышка плюс аспирантура, магистратура, ординатура, ДПО, все профили образования. Нам в нашей линейке не хватало детского сада. Я буквально сегодня подписал авансирование по контракту о его проектировании. В одном из зданий на Аламедине, я уверен, что в начале следующего года, может быть, если получится в конце этого, но маловероятно, мы откроем детский сад, где будут в том числе заниматься практикой наши магистры, где в том числе приоритетно будут оставлять деток на занятия наши сотрудники. Мы видим в этом хорошую социалку, потому что не всегда важна зарплата. Мы над ней тоже работаем, и сейчас вот новое повышение. Мы достаточно неплохо пересмотрели заработную плату в конце 24-го, потом индексировали немножечко. Вот сейчас новые изменения, которые мы слышим, мы тоже в спокойном режиме просчитываем и будем еще поднимать. Мы находимся по уровню средней заработной платы профессорско-преподавательского состава, не побоюсь этого слова, наверное, в 5 вузов республики, а может даже и в 3 уже. Еще приподнимем, точно в 3 будем. Какие направления приоритетные у вас, если вообще так можно сказать, да, приоритетные, приоритетные? Вот. Кем можно стать по окончанию вашего университета? Вы знаете, вуз очень широкопрофильный. У нас есть и медицинские направления, которые пользуются спросом не только среди граждан Кыргызской республики или Российской Федерации, но и с других стран. У нас есть инженерный блок, так называемый, где есть все специальности инженерного характера, включая IT-направления, которые тоже пользуются достаточно хорошим спросом. Есть юриспруденция, на которую активно идут, есть экономика, на эти направления тоже активно идут. Есть направление социогуманитарного, так скажем, блока: филология, философия, религиоведение. Вот сейчас соединили религиоведение и философию где-то год назад. Эти направления. Вы знаете, вот педагогика, не могу о ней не отметить, потому что мы
в этом году получили 100 бесплатных мест для учителей. 100 бесплатных от Российской Федерации, плюс сколько-то ребят смогут к нам прийти по ваучеру Кыргызской Республики. Вот педагогика, на мой взгляд, с учетом повышения статуса педагога, с учетом повышения заработных плат у учителей, думаю, в этом году должна выстрелить. Это я к тому, что нельзя сказать, сегодня айтишник популярный, а педагог нет. Потому что завтра может случиться совершенно наоборот, и пересмотрится приоритетность. Но не вижу пока направления. У нас те направления, которые не пользуются популярностью, мы закрыли. Те направления, которые мы проанализировали и видим, что малой популярностью пользуются, мы даем шанс пересмотреть образовательные программы кафедрам, факультетам, чтобы пересмотрели и, наверное, знаете, под запрос сегодняшнего дня пересмотрели. Тогда ребята охотно идут. Но на такие программы 555 мест в этом году выделено бесплатных на эту приемную кампанию. В прошлом году это было около 380. Это бесплатные места Российской Федерации. На них можно поступать по ЕГЭ и УРТ уже с 20 июня. А если говорить о грантовых местах Кыргызской Республики, то в прошлом году у нас было 114 мест, плюс к нам 32 человека на педагогику, кстати, пришли по ваучерам. В этом году пока мы не видели документ, но знаем, что устно нам подтверждено 300 мест. И это как раз-таки те направления, которым мы тоже даем некий шанс. Если они пересобрали, то группу формируем и дальше ведем образовательный процесс. Очень многое показывает приемка. И те мероприятия, которые проводятся в рамках профориентации, они очень важные мероприятия. Ровно поэтому каждому из таких мероприятий мы отдаем максимальное количество времени подготовки, это первое, включенность всей команды. Это начиная от ректора, заканчивая охранником, который работает, для того, чтобы кто-то и безопасность обеспечивал, и понимали, что мы хотим. Вот мероприятие, мне кажется, «Ночь в универе», куда мы не загоняли совершенно никого, мы просто опубликовали информацию и сказали, что такое мероприятие будет проходить. И мне кажется, что оно удалось, потому что у нас появилось 840 посетителей. Это тех посетителей, кто заинтересован в университете. Да, первый день открытых дверей, который у нас проходил, у нас было около 1700-1800 человек. Сейчас это 840, но при этом важно и нужно отметить настрой ребят. Когда ты в вуз идешь, как тебя заставили, и ты думаешь, ну все, сейчас вот тут 4 года, и от меня отстанут. Настрой ребят другой. У них, понимаете, максимальное количество студентов мы устраиваем к себе на работу. Они работают, вот даже наша «Ночь в универе», если видели это мероприятие, то там же в основном студенты. Там, да, есть ответственные секретари, да, там есть люди с факультетов, те, кто действительно рассказывают юридически, как правильно действовать, как поступать, какие баллы, проходные, непроходные, куда подать заявку. Но в основном никто лучше не проконсультирует, куда пойти, чем тот, кто учится там. И у нас у нас крутая молодежь, это я всегда говорю, они самостоятельны, они четко знают, что их поддержат всегда. И они четко знают, что если вдруг они что-то захотели, и у них горят глаза, это означает, что 100% это будет выполнено. Это не прошлую универсиаду, я вспоминаю, спортивную. Мы проехали по играм и поняли, что ребят то там с тренером не ладится, то выглядит одежда не совсем та, недостойна уровня студента КРСУ, то еще что-то. И подсобрались. Но спортсмены в этом году, красавцы наши, они взяли почти все призовые места. Мы по баскету уступили только физкультурникам в академии.
А так девочки смогли, и волейболисты смогли, пацаны, и девочки смогли, и самбисты смогли, и футболисты смогли. Но 11 сборных сейчас, и мы сейчас в университете, и мы активно сейчас работаем над тем, чтобы появилась 12-я по хоккею, а может быть и 13-я, может мальчики и девочки появятся, не знаю. Но это желание студента, это для нас важно, конечно. Мы стараемся слышать студентов. Поэтому, когда мы говорим о мероприятиях профориентационного характера, я приглашаю всех жителей республики, посещайте, у нас интересно. У нас вчера был прекрасный певец, мы там разыгрывали подарки. Я, к сожалению, летел, на самом мероприятии не был, команда проводила мероприятие, но при этом видел атмосферу, видел драйв, эмоции. Вот так должно быть в вузе. Да, где-то, может быть, на факультетах мы еще такой активной молодежки нет, но она уже появляется. У нас активные те активисты, которые развивают это. И у нас 24% от всего состава, от 962 человека, вот от них 24% актива. Это круто, скажу так, потому что мы на этот год себе задачку поставили до 30% дотянуть, но на дальнюю перспективу до половинки. Но при этом мы же прирастаем еще. И здесь важно качество. И еще важно, что вот та же молодежь, наши студенты, мы для них формируем смены на Иссык-Куле. Мы в них будущее видим, потому что многие из них свяжут свою жизнь с университетом. Это 100%. Сделай такой акцент хороший на спорте. Есть ли какие-то достижения в сфере творчества, науки? Конечно, есть. Творческая деятельность у студенчества достаточно активна. Есть ребята сильные голосом, и мы берем определенные призовые места в разных странах. Есть ребята с хорошей хореографией, есть ребята, кто достаточно неплохо выступает в театре. И вот относительно недавно, с прошлого года. В прошлом году они поставили постановку «А зори здесь тихие» и проехали ряд регионов республики, а финишно мы им обещали Питер, и они финишно выступили в Питере. В этом году мы спросили, куда, они сказали Москва, но вот я сейчас вернулся с Казани, с форума, там такой шикарнейший просто театр построили. Я хочу предложить ребятам, как только они завершат здесь турне, они проехали 3000 километров за 2 недели. По всей республике. Слава богу, у нас транспорт позволяет это делать. С горящими глазами выступали перед разными абсолютно залами. И при этом это же и ораторское искусство в том числе, да, умение не бояться на публике. Это дополнительное образование, которое мы в этом видим. И вот их наставники, которые ведут их, они доводят их до уровня определенных наград. Например, наше студенческое объединение творческих активистов СОТА. Буквально неделю назад они уехали в Ош или в Джалалабад, да. Они взяли 1 место. Ребята просто сами собрались, сами поставили танец. Вот есть хорошее правило. Хочешь помочь – не мешай. А лучше поддержи и еще лучше денежно. Вот они собрались и сели на машину, записали мне видео, я тоже куда-то перемещался. Мы поехали, я им пожелал по видео удачи. Они, выступают, скидывают видео, спасибо вам большое, мы выступили, мы первые, с кубком, все вот в таком формате. Если говорить о науке, конечно, она тоже есть. И ребята достаточно много перемещаются, показывая наш уровень. Мы относительно недавно были в Казахстане, относительно недавно завоевывали там определенные награды, относительно недавно были в зарубежных командировках. Наша медицина, хирурги, наши ребята юридического факультета, когда завоевывают те или иные награды. Это же все говорит о том, что есть небезразличность. И те, кто хотят,
у них открыта возможность. Ну, вот, один из последних примеров – это Беларусь, наверное, когда мы взяли снова первое место. И ребята знают, то есть они четко понимают, когда все же лимитировано, бюджет сверстан, есть план финансово-хозяйственной деятельности, есть количество денег на командировки, и они четко понимают, что если декан им говорит, у меня в источнике финансирования нет такой статьи затрат, ну, в таком объеме, они приходят, ну вот уже у нас такая давняя традиция с медиками, они говорят, мы знаем, в тройку лучших попадем, но нам очень надо поехать. Командировки дорогие, но они сдерживают свое слово, что самое важное. И таких ребят мы поддерживаем. У нас по прошлому году количество перемещений в разного рода страны сотрудниками и студентами, ну, вы знаете, небольшой бюджет, но для нас большой. Около 70 миллионов мы затратили на то, чтобы люди могли участвовать в программах академической мобильности. И студенческой мобильности, и педагогического состава. И это дает свои хорошие плоды. Точно так же, как дает плоды повышения квалификации. Вот у нас есть институт открытый дополнительного образования совместно с Высшей школой экономики. В институте есть разного рода направления. И мы экспериментируем, мы делаем для себя. То есть вот что нужно сегодня педагогу. Мы недавно проводили социологический опрос и спрашивали у педагогов, а что вам нужно, чтобы нам подготовиться, собрать внутри эти курсы, и первые 2-3 курса мы проводим бесплатно для педагогов, а кто не успел, ну, извините. Вот, например, цифровая грамотность, курсы для педагогов, педкурсы, для того, чтобы можно было читать дисциплину. Они относительно недавно прошли бесплатно. Дело производства до этого было. Сейчас дело производства на кыргызском языке. 1С университет, который внедрен, мы по нему курсы проводим. Даже та же автошкола. Относительно недавно она начала меняться в лучшую сторону. Мы получили первую лицензию в Кыргызской республике как государственная автошкола. Сейчас мы ее сделаем экологически чистой, дай бог, автошколой. У нас уже 2 электромобиля мы получили. Приглашаю к нам в автошколу попробовать. Если есть категория «Б», приходите на С и Д с 1 сентября, научим. Вот название вуза, да, Кыргызско-Российский славянский университет. А в чем вот это вот то самое, да, сотрудничество с Россией? Я услышала то, что есть квоты, да, бесплатные для абитуриентов, проживающих на территории Российской Федерации. А в чем еще заключается вот это сотрудничество? Может, какие-то обменные программы? Кто ваши основные партнеры? Наши основные партнеры, их много. У нас есть попечительский совет, у нас есть управляющий совет, куда входят наши действительно сильные партнеры. У нас есть стратегические партнеры, у нас есть те компании, для кого мы, так скажем, работаем, подбираем кадры. Говорить о сотрудничестве я бы начал с другого. Вот, помните Панфиловскую дивизию в годы Великой Отечественной? Вот там в Панфиловскую дивизию входили кыргызы, казахи, русские. И это одна дивизия. Вот и Кыргызско-Российско-Славянский – это один университет, и он уникален. Во-первых, он первый славянский из 4 на сегодняшний день, которые есть в целом у Российской Федерации. Во-вторых, это вуз, который выполняет требования и российских стандартов, и кыргызских стандартов. У нас есть компонент кыргызский в обязательном порядке по межправсоглашению. У нас есть все, что требуется в требованиях Российской Федерации. Но вот вы спрашиваете, какие совместные программы. Ну, вот, например, одна из программ. Одна из компаний наших партнеров финансирует обучение наших магистрантов, магистратуры, кто поступает на первый курс, в МГТУ имени Баумана. 21 место. Стоимость в МГТУ имени Баумана учебы от 600 тысяч до 1 миллиона в год. Ну, вот представьте, 21 миллион у нас сегодня возможности. Мы этих ребят отбираем, отправляем и потом просим отработать у нас не менее 3 лет в университете.
Это тоже важная составляющая. Сетевые программы. Питерский политех. Около 70 человек проходят ежегодно стажировку в количестве одного семестра в политехе. Кроме этого есть МГИМО, кроме этого есть РУДН, кроме этого есть несколько университетов в Китае. Кроме этого, мы вот на Казанском форуме с Казанским федеральным об этом проговорили. Есть в Москве ряд вузов, которые поддерживают нас. И опять же, если есть желание кафедры и поддержка факультета, мы готовы расширять список. На сегодняшний день стажировку одновременно за пределами Кыргызской республики, за пределами КРСУ проходят 300-400 человек. Это немало, скажу, но это лучшие ребята. Вот в этом году у нас на выпуске такое хорошее рекордное количество краснодипломников будет. Мы уже видим, мы боимся сглазить, мы пока видим, что у нас где-то примерно человек 70 на выпуске с красными дипломами. Из 1000 70 – это хороший показатель будет. И уверен, что нам удастся наращивать это. Но как наращивать? Наращивать нужно, чтобы абитуриент был подготовлен. А для этого детский сад, а для этого школа, которая, конкурс в школу, ни для кого не секрет, я уже говорил об этом, составляет 28 человек на место. Шикарный конкурс, нам он нравится, безусловно, но при этом мы, конечно, хотели бы брать больше, но инфраструктура не позволяет. И говоря о инфраструктуре, она тоже меняется. Вуз меняется, люди становятся, слава богу, добрее друг к другу, самое главное. Появляются горизонтальные связи, появляются совместные проекты. Вот один из проектов, например, по нашей базе отдыха «Жаштык», а второй там по детскому саду, а третий по поликлинике. Мы их отдаем ребятам в качестве курсовых дипломных. Они выполняют эти проекты, но уже с группами. То есть, если нужно детский сад, то маркетологи маркетинговые исследования ведут, архитекторы отрисовывают дизайн-концепт, медики говорят, о каких нормах нужно соблюсти, чтобы детки безопасно там находились. И вот это называется междисциплинарным результатом. Вот это сделали они. Школа, которая отремонтирована, это их проекты. Они приходят, видят это, складывают в портфолио, мы им даем благодарность за эти вещи, потому что, чтобы сделать такого уровня проект, надо работать, наверное, чуть шире, чем в рамках курсовой или дипломной работы, потому что это определенная ответственность и потом еще и авторский надзор над всем этим делом. Поэтому, когда мы говорим, что вузу нужно меняться, первое, нужно меняться в подходах обучения. Второе, нужно меняться в направлениях подготовки, их усиливать или пересматривать. Третье, инфраструктурно меняться. 21 век, все хотят комфортно находиться, жить. Да, нам вот в этом году у нас охват будет всего 25% от общего числа инфраструктурных проектов. Но слава богу, что 25%. Потому что прошлый год это было 8%. Несмотря на то, что мы акцент сделали и на главный корпус, и во всех корпусах на санитарные узлы, и на аудиторный фонд, и на инженерную инфраструктуру. В этом году мы уже работаем над красотой в том числе. Но где-то на каких-то локациях, конечно, за год все не сделать. 3-4, а то и 5 лет требуется, чтобы 40 тысяч квадратов, а у нас столько сегодня площадей, привести в нормативное состояние. Но все это возможно, наверное, благодаря нашему большому проекту, который поддержали два президента, уважаемый Владимир Владимирович Путин, уважаемый Садыр Нургажоевич Джапаров, наш кампус. Расскажите, очень наслышно, честно говоря, про ваш кампус. Как раз хотела задать вопрос про перспективы, да? Вот это та самая главная перспектива будущего? Или есть какие-то еще? Ну, вы знаете, перспектив много. Конечно, на вершине, если рассматривать все перспективы, конечно, самое главное – это кампус. Плюс у нас есть мысли по расширению географии
Мы хотим, чтобы мы были представлены и в южной части республики, для того, чтобы ребятам упростить перемещение, ну, это или Ош, или Манас, вот какой-то из этих городов мы рассматриваем как филиал нашего университета там. И дай бог у нас это в ближайшее время получится. Ребята перемещаются, а это всегда для родителей накладно. Нужно искать квартиру в столице, нужно продумывать, как будет чадо питаться, кто будет приглядывать иногда. Все равно же студенчество, дело тонкое. И это вот один из проектов. Да. Второй крупный проект – это увеличение научной составляющей. У нас есть Высокогорная обсерватория атмосферных осадков, у нас есть ряд научных сильных школ. Вот там мы тоже видим хорошую перспективу, хороший рост. Но кампус объединяет это все, потому что вот сегодня ни одного здания общежития, ни одного койко-места. А иногородних ребят около 4000. Почти, чуть меньше половины, те, кто решают свой жилищный вопрос самостоятельно. Конечно, он нужен. Конечно, нам нужны площади современные, конечно, нам важно и нужно новое материально-техническое оснащение техникой, оборудованием, все те новинки, которые есть сегодня. А это позволит сделать новое строительство. И дай бог, парк, и искусственный водоем, и кроме учебных площадей, да, там жилье для профессорско-преподавательского состава, малые плоскостные сооружения спортивные, потому что без спорта тоже никуда нельзя. Если спортом не заниматься и работать в таком графике, как работает у меня сейчас команда, можно работать недолго. 24/7 это сказывается на здоровье, а если физическая подготовка при этом есть, то это легче переносится. И те спортивные сооружения, которые будут в кампусе, они будут этому содействовать. Кампус это не прихоть, это не недалекая мечта, это реальность сегодняшняя, которая вузу нужна. 10 тысяч сложно размещать в 40 тысячах квадратов. А есть рост, а есть потенциал, а количество мест бесплатных, которые увеличиваются, это все дает возможность думать о таких глобальных проектах. И мы очень рады, что этот проект поддержан президентами двух государств. Мы очень рады, что мы вот в данный момент, вот сегодня, перед тем, как вы пришли, мы занимались заданием на проектирование. Мы завтра собираемся в 10 в коворкингах со всеми деканами. Несмотря на то, что суббота, я просто спросил, коллеги, если там сильно у кого-то уважительная причина, конечно, да, но нам нужно это делать, иначе некогда, нужно вчера. И мы садимся, и мы каждый квадратный метр вымеряем аудитории, мы знаем, сколько посадочных мест, кто в них будет заниматься, под какое направление, какое расписание, кто вместе какие пары ведет, какие поточные аудитории, где будут актовые залы, какие спортивные залы, ну и так далее. Мы вот каждый этот квадратный метр сейчас расписываем для того, чтобы в последующем можно было превратить это в жизнь. 3 слова КРСУ – это? КРСУ – это про будущее, это престижно, это молодежно.